Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы закончили нашу серию летних программ, находимся в гастростудии, но, к сожалению, нас сегодня всего лишь двое. Семен у нас в отпуске уехал. И у нас сегодня пришел в гости Дмитрий Михайлов. Дима, приветствую. Представляю его как журналист, блогер, писатель. Да. Автор проекта и... Автор проекта серии книг «Страшные истории Якутии». Да, Дима? Правильно. Правильно, все. Да. Объясняю немножко концепцию передачи. Я, конечно, тебе вначале объяснял, но для телезрителей всегда нам интересно. Заостряю внимание, друзья. У нас не кулинарная передача. Мы тут не учим готовить. Мы тут приглашаем гостей. Иногда просим, иногда заставляем их готовить, а потом это вместе съедаем. Показать, что мы что-то тоже можем это сделать. С чем ты к нам пришел сегодня, Дима? Что ты будешь делать? Так, сегодня мы будем делать жаркое по-деревенски, потому что на самом деле я готовил более сложное блюдо, я решил взять как бы более такой простой рецепт, который довольно-таки сложно испортить. То есть сначала нужно будет некоторые ингредиенты жарить, а потом уже начинается, собственно, сама варка, которая будет продолжаться 40 минут. И даже если мы где-то что-то не дожарили, то оно дойдет как бы уже... Само по себе. Да. Ну давай, эфирное время не резиновое, приступаем. Что делаем? Ну, давай я тебе буду помогать. Сначала нужно будет у мяса отделить жир. Отделить жир? Да. То есть для того, чтобы на жире жарить, я так полагаю? Да? А тогда, может быть, уже и эту врубить нам. Ага. Отделяем жир. Давай я один кусочек возьму, ты другой возьмешь, да? Вот. Конкретно жир отделить нужно? Да. Потому что он пойдет на дно нашей кастрюли, и на нем будет жариться мясо. То есть это будет более естественно. Мясо у нас, кстати, свиное, и жир, соответственно, тоже свой, как бы, собственный свиной. Свиной, так. Как раз таки плюс вот этого рецепта в том, что, во-первых, масло не будет использоваться растительное, и как бы тем самым снизится немного жирность, потому что часть жира она выгорит. Дима, да. Расскажи немножко о себе, потому что я всегда задаю этот дежурный вопрос нашим гостям, да, потому что, мы с тобой знакомы, но вдруг кто-то не знает. Да. Ну, в общем, в первую очередь я, наверное, журналист, то есть этим я занялся раньше всего. Я работал журналистом, наверное, даже интереснее рассказать, как я туда пришел, потому что я закончил отделение рекламы и пиар на самом деле, то есть все равно это медиасфера. Но вот работа на этим... Что закончил? Филологический факультет. Тогда это только-только открылось, по-моему, да, при филфаке, когда вот рекламное дело открывалось. Вторым выпуском по счету. Вот, я про это и говорю, и там происходит такая интересная вещь, что я много работал, в том числе в охране. Где? В охране. В охране? Да, потому что не мог найти работу по специальности. Ага. Вот, работал в охране, работал даже включая ночные заведения. Ух ты, то есть габариты позволяют, то есть ты вышибалой был? Да. Чуть ли не так, да? Так. Да, когда говорили там, вот видишь вот этого амбала, выкинь его. Да. Он мешает. Да, первый раз это было, конечно, страшно немного. Ага. Потому что этим я никогда не занимался, потом даже как-то привык. И однажды меня позвали на кастинг на радио НВК. Я пошел, меня отвели в студию, дали мне в руки листок с текстом, и получается сам режиссер и звукооператор, они сидят за стеклом, а я как бы в отдельной части студии. В дикторской. Да. И начинаю читать текст. Здравствуйте, такой-то, 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 такой-то. Я даже не помню, что за текст был, но там они послушали буквально несколько секунд, переглянулись и оба показали вот так. Ага, тембр голоса и все такое. Да, и я понял, что мои характеристики, они подходят. Поставленная читка, там все такое, да? Не то чтобы, просто был подходящий голос. Ага. Но, к сожалению, когда я там стажировался, все-таки принять на работу меня не успели, хотя я принял участие в выпуске нескольких передач небольших. Это радиопередачи были? Да. А потом меня порекомендовали в радио Вести Саха, которое проводное. И порекомендовали, я туда пошел, и там сразу сходу начал работать. Так я, как бы, можно сказать, случайно попал в журналистику. Так, по-моему, уже немножко готово у нас.
Да, раз пар пошел, то лучше, конечно, что-то добавить, а то начнет тефлон выгорать. Да-да. Давай я тоже положу свои. Да. Вот, так я начал работать на радио. И, кстати, там же родился у меня на самом деле мой проект «Страшная история Якутии». Там же родился? Да, потому что там мы делали передачи, в том числе авторские разные. То есть делали плановые передачи, авторские они приветствовались. Я однажды сделал просто ради прикола хэллоуинскую передачу. Кстати, сейчас лучше пока начать, наверное, разделывать мясо. Уже? Да. Так, по-моему, огонь большой или нормально? Большой, ага. Он Большой. нужен был Чуть-чуть для... уменьшил. Так, нам нужна, разогрева. по-моему, мешалка. Сейчас я мешалку найду. Ага. Мешалка. Так, и? К Хэллоуину начал готовить передачу, посвященную различным страшилкам. Это были просто истории из интернета мировые. И делали соответствующую звуковую подборку. Вот. И в итоге мне результат очень понравился. Это было очень классно, очень интересный формат. Я не скажу, что я его изобрел или что-то привнес новое. Он на самом деле существует достаточно давно, просто как бы у нас он не был популярен особо. Вот, и после этого я решил начать делать подкасты. Даже после того, как я уже с радио ушел, я потом начал уже работать в газетах, на сайтах и так далее. Я запомнил тот самый опыт, когда делал передачу. Я начал делать подкасты для Ютуба. Для Ютуба? Да, для Ютуба. А это какой год уже? 2014, тогда даже такого понятия, как видеоблогер или ютуб-блогер не существовало. YouTube был просто сервисом, куда заливали видосы, то есть там какие-то личные смешные видосы, либо что-то там с интернета. Скажем так, YouTube не был ютубом, который в нашем представлении... Да, он не был как крупная медиаплощадка, он был просто сервисом, это просто был видеохостинг, грубо говоря. Так. Вот. Начал для него делать видосы, сделал 10 выпусков со страшными историями, сам озвучивал в кустарных условиях, накладывал звуки, эффекты, оформлял и так далее, потому что с этим я был уже знаком, ну, с монтажом был знаком уже с радио. Вот. В итоге, поскольку интернет тогда был не сильно развит, по крайней мере этот мобильный, да. То есть люди сидели стационарно, поэтому пользователей было меньше, и просмотров было тоже не так уж и много. Ну, не ахти как, да? Да, плюс еще среды не было самой для видеоблогеров. То есть тогда не было всяких вот этих известных там хованских там и так далее. Ага. И получается я решил... Ну, еще бы я бы сказал, наверное, не было такого, что невозможно было заработать именно видеоблогерством. Сейчас-то видеоблогеры вообще, ну, мне кажется, хорошо живут. Да. Да, а тогда и среды такой не было, ну и просто никто как бы этому не уделял внимания. Да, Телек, да и все. Да, и поэтому я решил просто остатки историй, которые у меня хранились в загашнике, я их для видео собирал же, какие-то лично сам знал, какие-то мне рассказали, какие-то я нашел в интернете. Там, например, у нас был отличный просто форум X-Files, и там были разделы, посвященные... X-Files, секрет материала. Посвященные различным байкам. И там, помимо историй с интернета, люди рассказывали как бы именно якутские истории. Вот, я их тоже себе сохранял. То есть ты как бы собирал, да? Да. И потом я остатки как бы историй, которые у меня не были озвучены, я решил выложить в виде текстового блога. И потом я с удивлением проснулся знаменитым. Потому что... В один день? Да, первый пост, я просыпаюсь и смотрю, он набрал несколько тысяч просмотров, куча комментариев и вызвал такой бурный интерес. Я еще думал, что такое. Следующий пост делаю то же самое. Я еще думаю, что такое. Вроде бы история общеизвестная, но оказывается, о них знают не все. И людям это было, в принципе, интересно. Ну, то есть достаточное количество людей набралось, которые любят себе нервы пощекотать. Да. Правда, было много хейтеров, потому что жанр для нас был в новинку, по крайней мере, именно в блогосфере. И поэтому очень многие меня высмеивали, говорили, что ты как маленький в это все веришь, там, лучше делом займись и так далее. Всякие были токсичные комментарии, но я на них внимание... Типа, когда ты уже найдешь нормальную работу, типа, да? Да. Чуть ли, да. Я, короче, на это внимание не обращал, и потом получилось так, что
все-таки я своего добился, и у меня уже хейтеры вот эти просто пропали. Ага. Так, ну я думаю, можно уже потихоньку начать жарить, пускай сало внизу тает, тем более оно, я думаю, превратится в шкварки. Шкварки. Да. Так. Огня достаточно. Думаю, да. Хорошо. Слушай, и вот ты сейчас рассказал немножко рассказал про то, что ты конкретно сейчас занимаешь, что, скорее всего, большую часть времени занимает. Да? А как ты вот пришел в журналистику? Ну, допустим, ты вчерашний школьник, решаешь стать журналистом, да? То есть ты на филологический пошел. Нет, я не планировал, кстати, даже быть журналистом. Я хотел заниматься именно рекламой, потому что... Реклама и продвижение. Я поступил в 2000 году, и направление было перспективным, потому что профессионалов не было. В 2000-м? Да. Ну хорошо, рассказывай дальше. Ага. Вот, хотел стать специалистом по рекламе, но я считаю, что моя мечта, она, можно сказать, сбылась, потому что все равно я работаю в медиасфере, и вот эти вот знания, навыки, они пригодились. О том, например, как подавать информацию, как с маркетинг, этим делать, как вот это все дело продвигать и так далее. То есть основные механизмы, они мне уже были знакомы, и я считаю, что они в жизни на самом деле пригодились. Вот. И журналистику-то я, как уже рассказывал, попал совершенно случайно, меня позвали на кастинг, и мне понравилось. Угу. Получилось, да? Да, получилось. Я понял, что я этим могу заниматься достаточно хорошо. Мне это самому нравится, у меня это получается. И если как бы совпадают такие факторы, что тебе нравится, ты можешь, и у тебя получается, то этим надо заниматься, я считаю. Это как бы да. редкое сочетание как бы... Ну, когда вот ты чем-то любишь заниматься, а тебе еще и за это деньги платят. Да. Так, мясо сколько нужно? До румяности. До румяности. Да. Так. Тут еще жир должен немного выкипеть. Я максимально поставил, потому что у нас мясо холодное немножко. Так, ну, можно продолжить как бы свою историю. Давай, рассказывай. Ага. Я уже рассказал, как я стал журналистом, как вообще родился мой проект. Кстати, в этом проекте пришлось опять же использовать медиа-навыки, потому что начал я это дело на дневниках. ИКТ. Да. И потом уже начал открывать ВКонтакте, когда ВКонтакте было актуально. Я говорю же, начал в 2014 году. Потом даже начал открывать страничку в Фейсбуке. Но Facebook, оказывается, сильно зажимает страницы, там без продвижения просто практически нереально ее продвигать. Имеется в виду без денежных вложений. И как бы он просмотры всегда режет, поэтому в Фейсбуке страницу заводить я сейчас никому не рекомендую. Разве что просто так, как бы номинально открыть, чтобы она в поисковиках появлялась. Я есть в Фейсбуке, да? Да. Вот. И потом Инстаграм. Инстаграм, конечно, самая благодарная площадка в этом плане, потому что был такой очень интересный момент, потому что у меня есть личная страница в Инстаграме, и я старался ее вести интересно. То есть я какие-то интересные вещи рассказывал или делал репортажи, иногда вел прямые. Ну, то есть ты нацеленно занимался тем, чтобы у тебя больше подписчиков, да. чтобы интересная страница была, да? Да. И вот, может быть, чтобы потом монетизировать это. Да, и вот страшная история Якутии. Я вел как бы левой пяткой, иногда забывал про него и так далее. Я потом однажды ужаснулся тому, что я зашел туда, в этот аккаунт. После нескольких месяцев простоя я свой проект веду как бы нерегулярно. И смотрю, у него оказалось больше подписчиков, чем у меня. То есть мертвый аккаунт тематический, он оказался гораздо интереснее, чем то, что я пытался как бы делать. Но, сознательно продвигать. Да, то есть мое детище оказалось популярнее. Интереснее, чем ты сам как личность. Да, популярнее самого автора. Ирония, короче. Да. Да, ну то есть, чтобы проект ассоциировали именно с тобой. Правильно? То есть, да. Ты как бы вот так. Как, Стивен Кинг, когда мы говорим Стивен Кинг, блин, это все. Ага. И первая книга, она появилась в 2017 году, по-моему, то есть... Я помню, такая брошюрочка была, да? Да. Ага, я помню. Да. У меня, по-моему, даже с автографом она появилась у меня после, кстати, очень интересного путешествия. Было у меня мистическое путешествие в Хакасию.
Так, подожди, когда ты начинаешь говорить, у меня было мистическое, то есть ты этому готовился, тебя пригласили, как это появилось вообще? Ну, в общем, буду откровенен, у меня начали болеть кости, я понял, что у меня полиартроз. Так, то есть диагностировался, ага. Я боялся, что рано или поздно я просто стану сидячим или лежачим. Да? Да, потому что ну, начали воспаляться все суставы. Я подумал, пока я еще в хорошем состоянии, мне нужно отправиться. Надо с ним что-то делать. Да, мне надо отправиться в путешествие. Ну, вдруг у меня такой роскоши уже не будет. Пока, ну, то есть, обычно даже так говорят, ну, пока я молодой, схожу-ка я в горы, типа, да? Да. Ага. И я к этому начал хорошо готовиться еще в городе. То есть я специально много ходил, поднимался на сопки и так далее, тренировал свое тело. Потому что я боялся, что в горах Хакасии я просто Будешь задыхаться и буду задыхаться. И, давление, все да, дела. Мышцы забьются и прочее, прочее. Кстати, могу сказать заранее, что тренировки они помогли. Ну, так это всегда так. Да, что начал я где-то буквально там за 2-3 месяца. Ну это много. Да, и начал ходить далеко, то есть я пересекал... Набрал достаточный объем, как словами спортсменов говорят. Да, пересекал реку Лена зимой, например. Ну, не зимой, весной. Доходил, По льду. Да, доходил до Нижнего Бестяха, ходил до поселка Маган и до Юсхатына. Кстати, почему-то тяжелее всего было до Юсхатына. Я не знаю почему. Может быть, потому что рядом трассы и пыли много было. Но возможно. Это был самый тяжелый маршрут из всех. Вот. И потом я отправился наземным путем через Бурятию, через Иркутскую область, через Красноярск, собственно, в саму Хакасию. А почему выбрал Хакасию? Ну, Бурятию тоже я хотел посетить, потому что там очень много различных достопримечательностей, про которых даже снимали передачу РЕН-ТВ. Я как человек, который интересуется всякими такими паранормальными вещами, я подумал, что нужно обязательно там побывать. Я действительно побывал в тех, я действительно побывал, тематически? Да, на легендарных местах, куда планировал попасть. Как бы то, что ты смотрел именно в документальных фильмах или еще где-то там, потом вдруг ты оказываешься там, на этом самом месте, это очень... Мечта сбылась. Да, это очень было интересно. Также я побывал на острове Ольхон, ночевал возле Шаманского мыса. Вот, тоже очень интересное место было. То есть это ты все в одиночку? Нет, сначала я был с небольшой группой, нас было 4, потом мы после Бурятии разделились, и я туда дальше уже отправился с подругой. Угу. Вот, в это самое путешествие. Самое интересное, что на острове Ольхон, на Шаманском мысе, я набрал камней, как бы не соблюдая обряды, потому что я думал, это просто памятный сувенир, просто с места. То есть надо было же, по идее, как-то какой-то дар земле принести, вообще попросить и так далее. Да, что попросить разрешение, можно ли взять, ну как-то такое сакральное внутреннее что-то сделать, да? Да, плюс еще тоже было небольшое кощунство, но я об этом не знал. Мы еще лагерь разбили возле большого поваленного дерева. Я думал, что его принесло водой. То есть это думал, сплавник, ну. И, в общем, я на нем белье свое развешал, сам на это дерево еще лег, и тут вдруг начал моросить дождь, хотя по прогнозу его не было. Пришлось белье убрать, залезть в эту самую палатку. И у меня уже было какое-то такое странное предчувствие. Что что-то произойдет, да? Да, плюс я еще камней нагреб без спроса. Утром просыпаюсь, поворачиваюсь с одного бока на другой. Я лежал на коврике, прорезиненном. Пенка, ну? Да. Поворачиваюсь, и я штанами зачерпываю воду сзади. Так. Я от этого резко просыпаюсь и думаю, что такое, смотрю, по палатке вещи плавают в буквальном смысле слова. Ничего себе, как ты крепко спишь. Нет, а главное, где на ковриках сухо. Так. То есть там ровно сантиметр воды, то есть ровно под размер ковриков. И каким-то образом получилось так, что всю ночь шел дождь, незапланированный, кстати, и палатка начала наполняться водой изнутри. Я еще сначала подумал, что может быть вода поднялась по привычке, но там же Байкал, и как бы да. мало какой дождь, я думаю, способен повлиять на такой объем, ну. Так, румянится, нужно порезать морковь. Морковь. Так. Вот.
Просто так лежим. Да. И, в общем, мы вылезаем из палатки, понимаем, что начал идти очень сильный дождь, и мы начали спасаться. Самое еще главное, что на этом острове рано утром ничего не работает вообще. Ни кафе, ни рестораны, ни магазины, ни гостиницы, ничего. Это Не служба освещения. Да. Сначала сидели в беседке, потом еле как меня впустили в гостиницу, потом мы сбежали с этого острова, потому что прогноз резко изменился и показывало, что будет идти ливень 3 дня. Надо? Ну да, еще чуть-чуть. Или этого достаточно? Ну вот этой хватит, да. Хорошо. Ливень будет идти 3 дня, поэтому все туристы оттуда просто начали сбегать. Мне еле как удалось найти билеты. И после этого меня во время путешествия начали преследовать грозы. Так. И я всегда как будто тебя Господь Бог решил это, да? Да. Испытания. Возможно, это были шаманские духи, не знаю, но я всегда смотрю прогноз. И стараюсь ехать туда, где погода хорошая. И получается так, что прогноз хороший, приезжаю в другой город, сижу, например, в летнем кафе, попиваю чай и смотрю прямо из-за горизонта грозовой фронт движется в мою сторону. И я понимаю, что сейчас погода испортится. Открываю гисметео, смотрю, действительно, гроза. Я такой, да что такое? Резкое изменение. Да, и потом все-таки эта гроза меня окончательно настигла. Я от нее убегал как мог разными видами транспорта. Она достигла меня в Хакассии. Там тоже, кстати, погода начала портиться в Абакане. Потом, когда мы уехали в поселок Ширах, и там рядом была туристическая база, на которой остановились, там тоже погода испортилась. Мы приехали поздно, и поэтому на базе пропустили все экскурсии, поэтому на турбазе мы спросили, куда можно сходить ногами, просто так, без транспорта. Нам показали маршрут, то, что есть озера на горе неподалеку. Мы пошли туда пешком, поднялись, нашли эти озера. Но что-то как-то купаться в них не захотелось, и мы поднялись на самую вершину горы. Там вот сидим, и я вдруг вижу опять этот самый грозовой фронт, который за нами гнался, идет. Такой, да что такое, да? Да, и в облаках там была огромная воронка, такая вот уходящая вот так вот, очень красиво выглядела. И потом началась гроза, причем такая, что мы видели, куда бьют молнии в лес. И все ближе и ближе. И я такой понимаю, что очень скоро молния может ударить в нас, потому что мы находимся еще на вершине. На вершине, да. И она да. еще лысая. Я такой, черт. И мы хотели убежать, а там вершина была еще очень пологая. То есть если тем же путем возвращаться, то это очень долго будешь находиться на самой высокой точке. Но все равно на гребне как бы. Да, и поэтому мы с самого крутого склона побежали вниз. Кубарем. Я такой прямо телом чувствовал, как облака набирают в себе заряд. И я такой бегу вниз и прямо молюсь. Я такой, только чтоб не в меня, только не в меня. И действительно молния бьет где-то вот в лес у подножия горы. Я, кстати, такое прямо видел впервые, что прямо как на ладони было видно, куда бьет молния. И следующий Реально вот так. Ну. Да, и следующий еще ближе и ближе. Благо ливень был, ничего не загорелось. И в общем, я добегаю вниз до леса, обнимаю дерево и прямо прямо блаженствую. Потом пришлось начать искать обратную дорогу. Мы даже заблудились, благо я загрузил на Google карты, на навигатор карту местности. Угу. Поэтому мы, по крайней мере, представляли, куда идти, что где находится. Да, то есть мы не совсем заблудились, просто мы не могли найти нормальную дорогу. Тем более в горах навигатор мало помогает, потому что сам навигатор, он не показывает тебе рельеф. 3D-рельеф. Ага. Да, не показывает, да. И... Он может показать вот туда, но пойдешь и упрешься в гору. Да, да, мы вот из-за этого пытались где-то карабкаться, где-то спускаться, упирались в очень мощные уступы, начинали их обходить, и поэтому приняли самое умное решение вернуться тем же путем, которым пришли. То есть мы по навигатору его нашли, дорога, благо, была отмечена в горах, начинаю спускаться, и там у меня произошло мистическая одна вещь, потому что когда мы почти спустились с горы, я очень сильно замерз, промок до нитки и чувствую, рядом кто-то есть, я слышу голоса, взрослые дети разговаривают, радостные какие-то.
Я такой думаю, странно, ну там еще рядом с горой была трасса где-то вот в километрах двух. Я думал, может быть, где-то тут есть съезд трассы, там заправка, Да, кто-то там ягоды собирает, может быть. гостиница или кемпинг, что-то такое. Я такой думаю, ну раз есть люди, раз они радостные, то значит как бы у них все хорошо и у них, наверное, есть горячий чай. Я такой начинаю к ним идти, и меня останавливает подруга, и что-то в ее глазах меня заставило ее послушаться. Так, нужно начать резать лук. Лук? Да. Давай. Мне надо немножко успокоиться, чтобы продолжить свой рассказ. Я такой иду за ней, когда мы отошли на какое-то расстояние уже от этого места, она говорит, что, во-первых, сама ничего не слышала, во-вторых, она говорит, что в том самом месте, куда я чуть было не пошел, находилось кладбище. Я вспомнил, что оно действительно там оно было, просто я не обратил внимания на этот факт, когда поднимались. Ну, ты Там было услышал голоса. старое хакасское кладбище. Так, все страшнее и интереснее становится. Да, и я понял, что, видимо, меня звали мертвым. Весело звали. Да, весело звали. Потом, в общем, и мы пришли в на турбазу, глубоко ночью промокшие. И я долго очень отходил от всего вот этого произошедшего и от как бы того, что меня звали мертвые, и от того, что в нас могла попасть молния, как мы убегали, плюс как мы заблудились. Ну, короче, слишком много переживаний за один день. Да. И вдобавок я еще, когда ночью выходил на улицу, я на небе увидел молнию. Они, по-моему, называются каскадные, что ли. Это когда молния не бьет землю, а она движется вот так вот зигзагами по небу с грохотом. Я такой на вот это посмотрел, это меня просто уже окончательно добило, потому что такого явления я не видел никогда в жизни. И это выглядело довольно-таки жутко и причудливо. Вот. И после вот этого путешествия я вдруг решил начать писательскую карьеру. Ты подумал, что это знак? Ну да. То есть это все каким-то образом на меня повлияло, и я составил первую книгу. То есть я взял лучшие истории, которые выходили у меня в блоге, и добавил несколько эксклюзивов, которые еще тогда в интернете нигде не выходили. То, что я приберегал на будущее. И издал первую книжку сам издатом. Такая маленькая, тоненькая, дешевая. Я удивился тому, насколько она оказалась востребована. Первый тираж был вообще маленький, там 100 экземпляров, что ли, плюс продавали мы через подругу Наляну Гаврилеву на квартире. То есть у нее было... Она дома продавала печенье и попутно продавала как бы твои мои книжки. Тираж разошелся, он окупился. Я заказал второй тираж, по-моему, еще 200 экземпляров. Тоже разошелся? Тоже разошелся. И книгой еще заинтересовались в библиотеке. Потом одна знакомая работница библиотеки, Васа Павлова, она меня позвала на встречу с читателями. Ага. Автограф-сессия, так называемая. Да. И тоже пришло много людей. Мне лук дорезать этот? Да. Давай. Пришло много людей. Другие библиотеки тоже увидели как бы по фотографиям, что проект интересный. То есть онлайновый проект, он вдруг превратился уже как бы... Еще и в бумажную версию. Да, что-то вот такое как бы физическое. И меня начали звать уже в другие библиотеки. Я побывал во всех крупных библиотеках на встречах с читателями. И людей приходило довольно-таки много. Потом даже выяснилось, что некоторые библиотеки запрашивали повторно книги, потому что, например, в одной библиотеке мою книгу просто украли. И это еще говорят, что молодежь сейчас не читает. Ну, вот такая вот была история. И далее проект начал еще больше развиваться, потому что потом я познакомился не познакомился, я уже был знаком. Просто мой проект решил поддержать предприниматель Сарел Тихонов. угу. То есть это все такие, называешь лица, которые это Facebook друзья. Да. А еще говоришь, Facebook нужен, но не суть. Ага. Нет, но именно личную страницу на Фейсбуке надо иметь обязательно, я считаю. Потому что... Ну, чтобы хотя бы тебя находили просто. Да. Так.
Вот. И плюс как бы до нужных, полезных, интересных людей тоже легче дотягиваться. И вот я, когда он узнал, что я планирую следующий выпуск, он решил поддержать и проспонсировал тираж. Мгм. И так вышел сборник номер 2, уже тематический. Не просто сборник лучших историй там, за какое-то время, а тематический сборник, посвященный городу Якутску, легенды. Ну легенды города Якутска, типа, Да, и он достаточно тоже хорошо разошелся по тиражам. То есть у него они все еще продаются в магазине, то есть мы тираж разбили пополам и как бы сам уже самостоятельно реализовывал. И мой, конечно, разошелся очень быстро, у него он еще остался, потому что как бы он занимается товарами для охоты и рыбалки. в Да, основном. да, я знаю магазин его. Да, и соответственно как бы это не совсем его контингент. Не его и ниша, да, скажем так. Да, поэтому у него эти книги еще остались, хотя мне же хорошо, потому что когда они нужны, я их у него в магазине выкупаю и Перепродаешь. да, перепродаю или отдаю, если есть такая необходимость. Так, теперь перец, наверное. Перец. Красный. Красный. Одного достаточно или еще? Да, одного. Одного, хорошо. Один красный, один желтый. Один желтый тоже надо? Да. Так, ладно. Вот. И таким образом в свет вышла вторая книга. И уже после этого на меня вышло издательство «Бичик». Ну, сейчас оно называется уже «Аяр». И мне предложили заключить контракт. Так, ну видишь, успех. Да. Заинтересовались моими книгами, и получается, из первых двух они выбрали сами лучшие истории, перевели их на якутский язык и выпустили, Уже отдельную книжку. да, отдельную книжку, получается, мое переиздание на якутском языке. Я легко согласился, потому что на самом деле я об этом сам подумывал, и плюс как бы этого контракта был то, что мне ничего не надо делать. Мгм. Я просто получаю По, вознаграждение. по большому счету. Да, я просто получаю вознаграждение, и они получают доступ к тем вещам, которые были закреплены за мной. И они его как бы перерабатывают и издают. И такой, ну хорошо. А потом уже поступило предложение на книгу номер 3. С Бичика. Да. Тоже, Она- тоже на якутском. Нет, уже на русском языке. И она была посвящена, тоже тематическая, посвящена историям, с которыми людьми могли сталкиваться на дорогах Якутии, то есть связаны с теми или иными местами. Путешественские такие вещи, да? Да, я сделал такую тематическую подборку, она вышла, и, в общем, я оттуда получаю роялти, то есть определенные проценты с продаж. Понятно. Вот. Слушай, давай немножко сменим тему, да, ну, касаемо этого, да. Но вот у якутов всегда считается же так, что, ну, идти там туда-сюда, громко не говори, все такие дела там, да. Мгм. Вот. Ну, некоего своего рода такое табу. А вот тебе не страшно это? Ну, на самом деле нет. Я как-то, с одной стороны, я верю в разные вещи, да, но я не отношусь с ними прям с очень сильным суеверным страхом. Это первое. И второе, к этому я отношусь скорее как к интересному материалу. Потому что даже если с точки зрения материализма отрицательная информация, она так или иначе будет влиять на психику, на поступки и так далее, что может сказаться на жизни. И, например, если патологоанатом тоже боялся бы вот этих вот Мертвых людей? Да, мертвых людей, то как бы у него тоже, наверное, происходили бы какие-то разные вещи. Мгм. Ну, надо же кому-то этим заниматься, грубо Да, говоря, то да? есть, либо со здоровьем, либо там событиями какими-то в жизни. То есть я считаю, что все идет именно от головы. То есть и от того, как вообще относишься к различным вещам. Сам. Да, сам. То есть я поэтому отношусь к этому достаточно ровно, как к интересному материалу, как к фольклору. Поэтому как бы меня вот эта отрицательная информация, она меня не затрагивает. Но если бы я это, конечно, принимал бы близко к сердцу, там, боялся. Да, тогда- всего боялся, оглядывался каждый раз. Да, конечно, это могло бы каким-то образом повлиять, как и с точки зрения мистики, так и с точки зрения материализма. Ну, обычно же так говорят, чего боишься, то и притягиваешь. Да, Она, ну что, типа книгу выпустил, и что-то там череда каких-то Да. черных событий началась. да, скорее наоборот. Ну, то есть ты решил, что, ну, что-то тебе дано было
скажем так, свыше или какой-то ты знак услышал? Ты же говоришь, что вот начал писать именно после вот этой мистической поездки. Да. То есть какое-то такое, само собой, внутри у тебя решение такое пришло? Да. Книжку сделать? Да. Слушай, а ты знаком, ну или читал, интересовался творчеством якутских писателей? Потому что в якутском эпосе тоже же есть, да, страшные истории. Я, например, в детстве читал «Далан Керенемуя». Читал эту книжку? Там собраны именно вот такие короткие рассказы, разные вещи, тоже там такие страшилки. Какие-то такие правдоподобные, какие-то там, может быть, выдуманные, которые говорят некоторые, там реально там было. Ну да, на самом деле я это все читаю и готовлю следующий труд. Он посвящен будет уже именно исключительно якутскому фольклору. И как раз я обложился соответствующей литературой, потому что мне стало интересно, что делали мои предшественники, собиратели фольклора. Потому что я беру фольклор там 20-21 века. Я только подумал, а что если взять более архаичное? Начал читать, например, Кулаковского, Сирошевского, ну как бы и Ксенофонтова, например, и других таких как бы не менее маститых авторов. И я понял, что мне нужно сделать еще один сборник и как-то более систематизировать это дело. На самом деле, как бы основу систематизации сделал Кулаковский. Алексей Алексеевич. Да, но, во-первых, как бы к его трудам доступ сейчас достаточно тоже ограничен. То есть, даже? Нет, ну имеется в виду, в каждом магазине его не купишь ну... и так далее. И плюс у него была положена основа вот эта канва. То есть он систематизировал божества, различные вот сверхъестественные существа и так далее. Классифицировал, да? Да, и как бы на основе его вот этого базиса я понял, что нужно создать определенный сборник, то есть насытить его уже просто, собственно, самими историями, свидетельствами или преданиями. Слушай, а вообще вот на твоем творчестве, да, вот твоей сейчас, вот ты же говоришь, это основной вид деятельности, да, вообще заработать можно? Ну, на самом деле можно. Давай начнем чистить картошку и по пути я расскажу. Давай. Я сразу могу сказать, что, во-первых, заработки эти не быстрые. Так. Поэтому... Давай вот так, здесь вместе делать. Поэтому это не может быть основным видом деятельности, однозначно. Ну, вообще же есть понятия такие, как писатели, люди, которые только пишут и все. Ну, на самом деле, в любом случае придется совмещать с какими-то другими видами деятельности. Ну, то есть ходить на работу или заниматься предпринимательством. А писательство это будет хобби. А нормально зарабатывать уже можно, ну, получив уже определенную долю известности и заключать контракты с издательствами уже на очень выгодных условиях. Именно ну да, их, наверное, единицы, да? Да. С этим на самом деле сложно, но в наши дни зарабатывать можно, ну, много появилось очень разных способов для заработка. Я уже разные опробовал. Первое это сам издат. Кстати, это очень тяжелое занятие, очень много требует внимания, сил, и она требует на самом деле целой команды, пускай даже разово привлекаемых людей. Но это приносит хороший доход на самом деле, если ты уже знаешь, что это точно разойдется. Точно я не могу сказать, но ну, первые две книжки, они принесли чистый доход, по-моему, где-то примерно 100 тысяч. Так, ну... Да, с вычетом расходов. Мы начинаем с картошки, да? Картошку дорезать, и мы картошку накладываем. Да. Как резать? Ну, вот так, как бы относительно крупными ломтями. Относительно крупными. Вот так я смотрю на тебя и примерно так и делаю. Что нужно, на твой взгляд, чтобы не только стать писателем, да, а для того, чтобы, ну, первую свою книгу выпустить, ну, кроме того, что, ну, огромного желания? Ну, во-первых, нужно понимать, что это на самом деле очень большой труд. И почему писателей мало? Потому что мало кто на это дело, прямо так сказать... Добровольно соглашается. Да, добровольно соглашается. Ну, то есть люди пробуют, пишут какое-то количество страниц. Я понял на своей практике, что даже там тоненькую брошюрку на 6 страниц техническую какую-нибудь, да, написать достаточно сложно, оказывается. Да, творческий процесс не яму копать, всегда так говорят. Да, и поэтому нужно просто сразу подготовиться к моральным мучениям. Это раз. Второе,
нужно научиться в первую очередь структурировать информацию. То есть у тебя уже в голове должен быть какой-то приблизительный план, когда ты садишься за нее. Ну то есть как будет выглядеть вообще будущая книга? Да, какие в ней разделы и так далее. И потом уже начинаешь по этому плану наращивать как бы на вот этот скелет, вот эту саму информацию. Собирать. Если это как бы удастся понять вот это DAO писателя, его путь, тогда это будет относительно легко. Слушай, ну писательство уже, как правило, же не учат. Конечно, да, монофилологическое есть образование, но именно чтобы стать успешным писателем, мне кажется, этому вообще никто не может научить. Нет, это уже на самом деле лотерея. То есть нужно, во-первых, нужно, чтобы, опять же, как в работе, сошлось несколько факторов. Во-первых, это должно быть тебе самому интересно, то есть не нужно самому подстраиваться под читателя. Во-вторых, нужно при этом удачно попасть под Аудиторию. Да, Что хочет, что, как говорится, сегодня кушают, да? Да, то есть с одной стороны это должно быть искренне, с другой стороны у тебя должно это попасть как бы в нужную точку. Я думаю, что с этим сложно. С этим сложнее всего, и поэтому высококассовым стать сложно. Я себя тоже не считаю прям каким-то высококассовым писателем. Я еще не сделал своего первого миллиона. Но все равно в мечтах, наверное, где-то же там далеко это есть, чтобы там бестселлером стало. Нью-Йорк Таймс написали. Я думаю, да. Тут была соль, да? Я думаю, да. Ну, нужна еще. Нужна еще. Да. Или это соль? Это соль. Да, вот это соль. Это соль. Так, нужно посолить хорошо. Нужно 250 миллилитров воды еще. Так, ну воду я приготовил. Воду. Ага, а тут сколько? Тут, я так полагаю, ну давай на глаз. Ага. Мне кажется, если оно чуть-чуть покроет, то хорош. И тут огня добавить сразу надо. По-моему, мало. Так, зелень, наверное, нужно добавлять в последний момент. Для украшения. Да, она развалится просто. Мне кажется, вот когда будем сервировать, так сверху картошечку. Хорошо, ну все, тогда нужно поставить На несильный огонь, да? на 4, например. Ну, лишь бы кипела. Да, на и подождать. медленном огне. Ну, мне кажется, картошка, она у нас же тонко порезана, минут 20, может быть, даже 20-25 хватит. Да. Ну что, Дима, наши условные 40 минут уже, мне кажется, прошли. Что, попробуем? Ну, Что, давай. что у тебя получилось? Сейчас проследим за результатом. Ну, потихоньку кипит. картошка, я думаю, должна получиться, потому что это тот рецепт, который сложно вообще как-то испортить. Если у тебя ничего не сгорело, то оно в любом случае сварилось. Такое вот жирненькое. Так, хорош. Давай я так на камеру покажу, что у нас тут получилось. Видно, ребята? Так, отлично. Приборы я тебе дал. Свои. Пахнет здорово. Так. Что, пробуем? Сейчас, да, пробуем. Минутку, последний штрих. Да, вот это же. Красоту. Ну и ароматик. Сейчас осень у нас, с зеленью немножко проблемы, конечно, но вот укроп у нас нашелся. Вот, ну и вот это вот сразу сюда. Готово. Отлично. Картошка готова, перец готов. Морковка замечательная. Ну и смотри, мясо-то ровно-ровно, вот. Поджари современное. Да, вполне неплохо. Ну, рецепт мне самому понравился. Единственное, что готовится, конечно, долго, но сам процесс, он оказался нетрудоемким. Ну, видишь, за разговорами мы и не заметили, как это все получилось. Так что, мне кажется, для первого раза вообще замечательно. Дима, в первую очередь, хочу тебе большую благодарность выразить от себя лично за то, что любезно согласился быть гостем моей передачи сегодня. За первый раз, который не комом,
Здорово получилось, мне кажется. Ну и заключительное слово, как традиционно, я хочу тебе, нашим телезрителям, что-то сказать, пожелание. Ага. Ну, я хочу, наверное, выразить благодарность в первую очередь тебе, а также всей команде за участие как бы в этом процессе. Также я хотел уже самим телезрителям пожелать о том, чтобы у вас в жизни происходили как бы только интересные, полезные, положительные истории, а страшные истории вы узнавали только как бы в моем проекте. Здорово. Немножко с иронией, да. Ну что ж, Дим, спасибо тебе еще раз большое. А на этом я, Петр Цепандин, нашу передачу заканчиваем. Смотрите программу «Просто вкусно» на канале Якутия 24. Всего доброго.